Доступные нам исторические источники свидетельствуют, что ратное дело у башкир с давних времен находилось на высоком уровне, а потому они испокон веков привлекались к несению военной службы со стороны различных правителей. Поэтому в первой части нашего цикла мы коснемся некоторых страниц предыстории башкирского войска, которое стало таковым уже в недрах русского государства. В IX-X веках Башкирия, как и соседняя Волжская Булгария, на правах вассального владения входила в состав могущественного хазарского каганата. Этот Башджурт был одним из хазарских вельмож и жил между владениями хазар и кимаков с 2000 всадников. Абдул-хай Гордизи. Украшение известий. Если хазары находились на Нижней Волге, кимаки кочевали в сибирских территориях. Вообще проникновение кипчаков, кимаков на Южный Урал началось только с X века. Соответственно, Башджурт и его армия находилась примерно на Южном Урале. Данный пассаж неоднократно комментировался исследователями. Ученые сходятся на том, что хазарский вельможа по имени Башджурт – это никто иной, как башкирский князь, являющийся вассалом хазарского кагана. Имя Башджурт связано с этнонимом, с народом, который, скорее всего, возглавлял Башджурт и откуда рекрутировал своих воинов. Это характерная традиция для тюркских народов Средневековья, где этноним постепенно становился антропонимом. В сведениях Гордизи для нас важно то, что башкирский предводитель состоял на службе у правителя самого мощного государства Восточной Европы той поры и выполнял задачи по охране границ каганата от соседних народов. Башджурт непосредственно получал приказы от хазарского кагана, как в случае вытеснить племена Саклаба. И как булгарский Эльтебер, Башджурт, скорее всего, был одним из вассалов кагана и носил титул Эльтебера. Военная служба у такого правителя, как хазарский каган, свидетельствовала о высокой военной выучке башкирских воинов, коль они удостоились чести быть в составе его вооруженных сил. Вооруженные силы Хазарии обычно недооцениваются. Однако известно, что хазары и их федераты сумели отстоять независимость в борьбе с таким мощным противником, как арабский халифат. А ведь под ударами арабских армий пали Сасанидский Иран, государство вестготов в Испании, а Византийская империя висела на волоске от гибели. Среди находок Надь-Сент-Миклошского клада в Венгрии был найден серебряный кувшин с изображением тюркского воина. Это одно из немногих визуальных свидетельств того, как выглядели восточноевропейские кочевники раннего Средневековья. Хазары, болгары, печенеги, башкиры. На них были кольчуги, шлемы, из оружия имелись сабли, копья, луки со стрелами. В конце IX, в начале X веков на окраинах хазарского каганата происходит череда крупномасштабных военных столкновений, приведших к дестабилизации ситуации на огромном пространстве от Сибири до Центральной Европы. А началось все в степях Приоралья. В конце IX века в степях Приоралья вспыхнула война между двумя коалициями тюркских народов. С одной стороны были агузы, кимаки, карлуки и хазары, с другой — печенеги и башкиры, а также племена Наукерда и Баджна. В конце IX века происходили сложные политические процессы. Шло жесткое противостояние между двумя военно-политическими союзами тюрков. С одной стороны Башкиро-Печенежский союз, с другой союз агузов, карлуков и хазар. В результате этого военного противостояния Башкиро-Печенежский союз оказался разгромленным. Часть башкиро-печенегов ушла на запад, перейдя Волгу, часть осталась на своих прежних местах.
В 932 году 60-тысячное войско восточных кочевников переправилось через Дунай и осадило византийский город Валандар. Первая нация из их числа называется Бажна, затем вторая нация, называемая Баджгурт, затем нация, называемая Баджнак. И она самая сильная среди этих четырех наций своим могуществом. За ним четвертая нация, называемая Наукерда, их цари – кочевники. Али аль-Масуди – золотые копии россыпи самоцветов. Империей правил Басилевс Роман Лакопен. Он был расчетливым политиком и умело отбивал с одной стороны атаки выходцев из Великой Степи, венгров и болгар, угрожавших империи с севера, а с другой стороны натиск арабов с востока. Тем не менее, Роман Лакопен не сумел ничего противопоставить натиску печенегов и башкир. Император отрядил против них 70-тысячное войско, которое было на голову разбито. И было убито до 60 тысяч римлян, так что тюрки взобрались по их трупам на стены города и захватили его, в котором затем орудовал меч в течение нескольких дней. Али аль-Масуди – золотые копии и россыпи самоцветов. После взятия Валандара печенеги и башкиры подступили к Константинополю, но, получив дань, ушли восвояси. Через 150 лет после описанных событий они вновь осадили столицу Византии. Однако император Алексей Комнин оказался хитрее своих предшественников, ибо понимал, что с такой силой должна сражаться равнозначная сила. Поэтому он призывает на помощь кыпчакских ханов Тугаркана и Баняка, которые наносят поражение печенега-башкирам. Последним ничего не остается, как просить убежище у короля Венгрии. В XII веке Венгрию посещает испано-арабский путешественник Мухаммад аль-Гарнати. Увиденное там он излагает на бумаге. И вот прибыл я в страну Ункурия, а там народность, которую называют башкурт. Она первая из тех, кто вышли в страны тюрок и вступили в страну франков, и они храбры, и нет им числа. Мухаммад аль-Гарнати – выборка воспоминаний о чудесах мира. Арабские источники не раз упоминают башкир в Восточной Европе, зачастую подразумевая под ними венгров. Это связано с тем, что в составе венгерского королевства были башкиры. С этим и связано смешение этих понятий. В отличие от венгров, башкиры Венгерского королевства исповедовали ислам, который они приняли еще во времена совместных с печенегами походов от некоего мусульманского факиха, взятого ими в плен. Арабский энциклопедист XIII века Якут аль-Руми, находясь в Сирии, встречает там башкирских студентов из Венгрии. Этот случай он описывает в своем сочинении. Что касается меня, то я нашел в городе Халебе многочисленную группу людей, называемых аль-Башкурдия, светловолосых и светлолицых, исповедующих мазхаб Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах. И я попросил одного из них рассказать об их стране. Он сказал, что касается нашей страны, то она позади Константинополя, в государстве народа из числа франков, называемого Аль-Хункар. Мы мусульмане, подданные их царя на краю его страны, в местности с 30 селениями. И мы служим вместе с венграми в армии и нападаем вместе с ними на их противников. Якут ар-Руми, словарь стран. Между тем в Венгрию вторглись войска хана Батыя. Башкиры, верные своим обязательствам, встали вместе с венграми и их союзниками, австрийцами и французами на пути у монгольских ратей. Испано-арабский географ XIII века Ибн Саид оставил интересные сведения о войне венгров с монголами.
11 апреля 1241 года 30-тысячное войско Батыя встретилось в долине небольшой речки Шайо, что находится на северо-востоке Венгрии, с армией Беллы IV. В результате ожесточенной битвы венгры и их союзники потерпели поражение. Венгерский король бежал в Далмацию. В погоню за ним был отправлен царевич Кадан. Близ города Себеника, ныне это Шибеник в Хорватии, один из монгольских отрядов был разбит, что сразу же нашло отражение в источниках ввиду неординарности события. Что касается страны Аль-Хункар, то они, тюрки, братья башкуртов, и достигли ее пределов татары, и собрались там против них хункары, башкурды и алиманы, и нанесли они им поражение. Ибн Саид, география. Из всех стран Старого Света наиболее успешным в борьбе с монголами был мамлюкский Египет. В 1260 году 20-тысячный отряд Найона Китбуги, двигающийся по Палестине, был встречен мамлюками, шедшими из Египта, близ деревни Айн-Джалут. Монголы были разбиты. Одним из эмиров, участвовавших в битве, был Алам ад-Дин Санджар аль-Башкурти. Позднее он стал наместником султана Калавуна в Дамаске и Халебе. В эпоху Средневековья в ряды мамлюков постоянно рекрутировались представители тюркских племен, таких как кыпчаки, башкиры, туркмены, агузы. И в эпоху монгольского завоевания мамлюки стали чуть ли не единственной силой, которая смогла защитить Ближний Восток от монгольского порабощения. В 1281 году в битве под Хомсом Аль-Башкурди командовал левым флангом мамлюкского войска. 80-тысячная армия Менгу-хана была на голову разбита, а натиск монголов на ислам окончательно остановлен. К сожалению, имена рядовых воинов-башкир нам неизвестны, но в любом случае их было немало, коль скоро некоторым из них удавалось выбиться в командный состав мамлюкского корпуса. В то время как одни башкиры сражались под знаменами султанов Египта, другие проливали кровь за монгольских ханов. Именно в недрах Золотой Орды появляются известные нам формы военной организации башкирского народа. Вспомним войско башкирского, славные дела, когда на Волге блистала Золотая Орда. Чингизову роду служили башкирские тарханы, их призывали на службу казанские ханы. Орда Золотая бьется с Тамерланом, а затем с грозным царем Иваном. Воины башкирские присягу чтут, повода для упреков не дают. Закатилась Орды золотой звезда, наступили московских царей времена.